Компания Xiaomi обошла Samsung и стала крупнейшим производителем смартфонов в мире по объему продаж. Институт РАН планирует сформировать группу ученых для полетов в космос. А в технопарке Нерюнгри резидент придумал сушильные камеры для дерева с использованием альтернативных источников энергии. Вы смотрите обзор новостей из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Компания Xiaomi обошла Samsung и стала крупнейшим производителем смартфонов в мире по объему продаж. Доля китайской компании в июне составила 17,1%, при этом второе место пока удерживает Samsung с результатом 15,7%, а купертиновцы занимают третью позицию и 14,3% мирового рынка смартфонов. Xiaomi показала рост на 26% по сравнению с предыдущим месяцем. Источники добавляют, что такая ситуация была вызвана ограничениями предложения, вызванными ситуацией во Вьетнаме. В этой стране Samsung производит большую часть своих смартфонов. С тех пор, как начался упадок, компания Xiaomi прилагала все усилия, чтобы заполнить образовавшийся пробел. Производитель усилил свое присутствие в Китае, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. В июне Xiaomi также помогло падение показателей Samsung из-за ограничения поставок. Кроме того, стало известно, что компания возглавила европейский рынок смартфонов. С момента своего основания в 2010 году Xiaomi продала более 800 миллионов смартфонов. Колонизация Марса приближается. Космическое агентство НАСА объявило о приеме сотрудников для первой однолетней миссии в условиях, имитирующих жизнь на Марсе. Эксперимент должен стартовать осенью следующего года на базе космического центра имени Джонсона. Всего программа будет включать 3 однолетних эксперимента по имитации жизни на поверхности Марса, главной целью которых станет разработка методов и технологий, предотвращающих потенциальные проблемы в будущих космических полетах человека на Луну и Марс. По заявлению ученых из НАСА, имитация колонии Марса на Земле поможет выявить и найти форму решения физических и психологических проблем, с которыми могут столкнуться колонисты. В каждом из 3 экспериментов будут использоваться макеты марсианских модулей, напечатанные на 3D принтере. Площадь модуля будет составлять около 160 квадратных метров. В ходе экспериментов участники будут моделировать выход на поверхность планеты, проводить научные исследования, управлять роботами при помощи технологий виртуальной реальности. В эксперименте смогут принять участие некурящие граждане США в возрасте от 30 до 55 лет, в совершенстве владеющие английским языком. Кандидаты должны иметь степень магистра в области инженерии, математики, биологических, физических или компьютерных наук и 2 года опыта работы по специальности или не менее 2000 часов пилотирования самолета. Кроме того, агентство НАСА представило новый самолет, главная конструктивная особенность которого в расположении двигателей в верхней части корпуса. Это обеспечит снижение силы акустического удара при полетах со сверхзвуковой скоростью. Опубликована видеозапись пошаговой сборки самолета QSST, получившего неофициальное название «Сын Конкорда». Согласно техническим характеристикам, новый самолет будет летать со скоростью 1728,4 км в час. Для сравнения, скорость звука составляет 1234,3 км в час. Короткий ролик показывает поэтапную сборку фюзеляжа с кабиной для экипажа и крыла длиной 9 метров, на котором размещены топливные системы и части систем управления. В ближайшее время установят и 9-метровый стреловидный нос, специально разработанный для минимизации сопротивления, связанного с акустическим ударом, генерируемым самолетом, который движется со скоростью, превышающей скорость звука. Далее космическая новость из России. Институт Российской академии наук планирует сформировать группу ученых для полетов в космос. Институт медико-биологических проблем РАН рассматривает возможность создания группы ученых, которых можно было бы отправить в космос для проведения экспериментов. По мнению ученых, немало молодых действующих сотрудников института мечтают стать космонавтами. Наличие профильных специалистов в отряде космонавтов было бы очень полезно.
Ускоренная подготовка узких специалистов к космическому полету позволит включить эксперименты, выполнение которых возможно только человеком, имеющим профильное образование. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время выступления на летней космической школе в начале августа рассказал об идее отправлять молодых ученых на МКС, чтобы они могли самостоятельно проводить исследования. По его словам, это будет возможно, если эксперимент по быстрой подготовке к полету в космос пройдет успешно. Тем временем в Санкт-Петербурге разработали автономный катер-беспилотник для борьбы с браконьерством. Кибербот 330 патрулирует наводную акваторию. Аппарат оснащен манипулятором, с помощью которого оператор может управлять катером, брать образцы водорослей или транспортировать загрязненные объекты. В катер внедрена эхолокация для построения трехмерных карт глубин, а также система взятия проб воды. На небольшом расстоянии, около 1-2 километров, катером можно управлять вручную. В случае удаления необходимую программу задает специальная система, а аппарат выполняет поставленную задачу. Таким образом, он становится автономным. Сердцем катера является электрический двигатель, а установленные на его поверхности солнечные батареи служат дополнительным или аварийным источником питания, чтобы беспилотник мог всегда оставаться на связи. Кибербот 330 рассчитан на дальность хода в 70 морских миль, это около 130 километров. Сейчас изготовлено 10 таких катеров. В использовании беспилотника практикуются студенты довузовских программ Министерства обороны России. Технопарк в Нерюнгри, созданный в 2013 году, уверенно занял свою нишу среди предприятий района. С каждым годом растет количество резидентов, специализирующихся на разработке инновационных проектов. Мы встретились с одним из таких резидентов, Евгением Климюк, владельцем мастерской по дереву Нерувуд. Сегодня в филиале технопарка Якутии в городе Нерюнгри 11 резидентов и еще 2 заявки на резидентство на рассмотрении. Нужна регистрация ИП либо ООО, заполнить заявку и заполнить паспорт проекта. Проект должен быть инновационным, либо иметь инновационную составляющую. Это не обязательно должны быть какие-то там спутники, либо какие-то нанотехнологии. Это должна быть технология, которая улучшает действующую технологию либо производство, улучшает ее, повышает качество, ускоряет время производства, либо, скажем так, оптимизирует производственный процесс. 33-летний нерюнгринец Евгений Климюк с детства мечтал строить, создавать что-то новое. После окончания школы получил строительное образование и попробовал себя на местных производствах. Но внутри все время горела идея работать независимо на самого себя. Найдя компаньонов, Евгений начал изготавливать столы со смолы и слэбов древесины. Но имеющееся помещение не позволяло заниматься этим в полном объеме с необходимым качеством. У нас здесь есть поставщики, которые поставляют нам материал, но он в сыром виде. То есть это полуфабрикат, так скажем. И нам его нужно довести до ума. Зашел в технопарк Евгений Климюк с партнером, индивидуальным предпринимателем Владимиром Столяровым, владельцем творческой мастерской «Нервы-резко». Занимались изготовлением мебели из массива древесины. Для нашего производства требуется сухая древесина. И не просто высушенная там где-то на солнце или там в каких-то непонятных полевых условиях, а именно должна быть технология, чтобы сохранить вот эти свойства древесины. Проблема сушки древесины в том, что это трудозатратно и очень дорого. И сама идея это идет как решение проблемы, той, которая у нас вот в районе существует. С новой идеей производства сушильных камер для дерева с использованием альтернативных источников энергии Евгений самостоятельно становится резидентом технопарка. Вот обычный контейнер 6×2, да, он будет? Да, да. Вот здесь вот теплообменник у нас стоит. Это в разрезе, да, получается. Забор воздуха, тут вентилятор и погнал тепло. И обратно. То есть методом конвекции, по да. сути. Проект перспективный, то, что он использует альтернативные источники энергии. В принципе, с сегодняшними ценами на электричество, на топливо, это очень хорошая перспектива проекта. Может быть, полностью его концентратор не будет работать на солнечной энергии, но значительную часть потребляемой энергии он сэкономит, тем самым сделав свое производство более экономичным,
тем самым он сможет понизить цены на свои услуги и быть конкурентоспособным на рынке по сушке древесины. Сегодня проект Евгения на стадии расчетов и подготовки к эксперименту. Якутия и солнца у нас маловато, но в принципе по статистике я посмотрел, у нас до 250 солнечных дней. В принципе, по большому счету это неплохо, чтобы какие-то моменты нам поймать солнцем и посушить древесину как можно дешевле. Сегодня в мастерской по дереву Нервуд Евгений трудится со своей командой и воплощает мечты в реальность, создавая мебель по индивидуальным заказам жителей города и района. А в технопарке Сколково прошел Стримфест 2021, первый крупный постпандемический фестиваль в России. Он был посвящен стримингу и видеоблогингу во всех проявлениях, в том числе и новым веяниям из TikTok. А среди гостей ивента значились звезды Twitch, YouTube и других крупных площадок. А еще на фестивале можно было опробовать новую King's Bounty 2, посмотреть конкурс косплея и даже понаблюдать, как повара готовят еду из World of Warcraft. Стримфест объединил на своих площадках больше 200 ведущих стримеров различных направлений. Это видеоигры, музыка, разговорные стримы, арт, ЗОЖ и другие. Фестиваль прошел в формате ковид-фри, без масок и перчаток, со всеми мерами предосторожности. Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен в инстаграм-аккаунте yak24.ru и на одноименном YouTube-канале. Ну а если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!